Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Это величественная мечеть Кадр-Джами, одна из достопримечательностей Крыма. Мусульманская святыня расположилась у краев Тавриды в селе Леватки. Каждая деталь мечети выполнена вручную. Уникальная люстра почти из 200 лампочек и михраб аналогов не имеют. Ниша в стене, указывающая в сторону Мекки, выполнена сразу в нескольких стилях. Использованы и османские мотивы, которые когда-то в Средневековье были тоже к нам близки. Вот. Есть какие-то элементы марокканской архитектуры, которые тоже у нас использовались. Есть они в Ханском дворце. Вот. И, в принципе, вот просто такой полет фантазии, где можно было добавить каких-то современных мотивов. Обрамляет михраб геометрический орнамент тюркских предков сельджукская коса. Вот этот орнамент, он встречается в старых архитектурных сооружениях Крыма, в частности, на портале Старокрымской мечети можно увидеть. Есть элементы вот этой сельджукской косички и Потарийской Джума-Джами, и на некоторых порталах Бахчисарая, старых порталах, именно которые относятся к Средневековью. Стройка мечети началась в 2012 году на средства местных жителей и активистов. Вскоре из-за неправильных расчетов понадобилась помощь архитектора. Тогда люди обратились к Ринарту Саранаеву. Мечеть стала слишком сильно подниматься, и пропорции и отношения высоты к ширине к объему, они просто потерялись. Исправить ситуацию снаружи решили визуально. Фасад здания горизонтально разделен на два цвета. Так оно кажется намного ниже. Нижний пояс выполнен в виде облицовкой плитки ракушечной. Вот такой вот буровато-желтоватый цвет. И, соответственно, верхняя часть, за исключением некоторых элементов, чтобы поддержать этот цоколь, они облицованы белым камнем. Интерес к зодческому искусству Ринарт Бей начал проявлять еще в Узбекистане. Поступил в ВУЗ, но получил полное высшее образование уже в родном Крыму в 90-х. Для дипломной работы выбрал этнографическую тему. Называлась она «Создание музея под открытым небом крымских татар на базе деревни Нагорная». Историческое название Махульдюр Бахчисарайского района. С тех пор каждой своей работе специалист придает национальный окрас. Например, вот этот жилой дом построен в Бахчисарае. С виду современный, но с традиционными крымско-татарскими элементами. Это прежде всего выносы карнизные с крышей, это угол крыши и характер кровли. Подкосики. Ну и в принципе вот общий абрис, там как бы арочки, ставни, они говорят о том, что это дом характерный для архитектуры Крыма. Еще 20 лет назад заказчиков приходилось уговаривать на такое решение. Сейчас же инициатива исходит от них, говорит Ринарт Бей. И это не только крымские татары. Вот этот проект подготовлен для семьи из Подмосковья. Увидела мои работы в Инстаграме, связалась, сказала: я очень люблю ваш народ, я очень люблю Восток. Я поняла, что вы архитектор, но общалась от дама. Пожалуйста, спроектируйте мне дом в вашем традиционном стиле. Сейчас архитектор работает над 15 объектами. Заказы поступают от жителей полуострова, Кавказа, Краснодарского края и других республик. Как говорит Ринарт Саранаев, наши предки создали свой уникальный стиль, следуя всего 3 основным критериям: польза, прочность и только потом красота. Прежде всего, самый главный зодчий – это народ. Вот то, что есть из наследия народной архитектуры, это для меня это совершенство. В национальном ритме Ринарт Саранаев спроектировал свыше 100 объектов. Это и культовые сооружения, и кафе, и гостиницы. Некоторые из них уже стали визитными карточками Крыма. Фатиме Сейдометова, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет.